Всем привет! Ну что, город Якутск. Это у нас улица Семена Данилова. Сегодня у нас 17 декабря. Перед Новым годом, короче, понимаете, да? Дела все обстоят. Но тут я вот вышел сюда, решил немножко поснимать, взял экшн-камеру, ну и походить, поснимать. Сегодня у нас чуть потеплело, минус 44 градуса, и как бы можно походить, а до этого вчера было 48, хотя сегодня в 6 утра, по-моему, в аэропорту температура была минус 47. Вот такая небольшие гуляния. Температуры наблюдаются. Вот тут я, по-моему, никогда еще не ходил, не снимал. Но мы здесь видим, вот там первая столовая находится. Это вообще район рядом с 17-м кварталом. Я вот еще камеру-то взял сюда. Мне надо было в магазин тут зайти. Тут магазин хороший есть, магазин сантехник. Вот у меня кое-что прохудилось, и я, короче, туда поехал, вернее, на автобусе. Ну и здесь такая вот точка, продают разные всякие штуки, в том числе алкомаркет, пятый элемент, автобатарейка, дискаунтер больше-меньше. Вот таким вот образом. Ну, погодка такая хорошая. Сами видите, как все дело обстоит. Туманчик, машины. Но я не знаю, насколько продержится камера. Я ее запихал в чехол. Будет эксперимент у нас с вами. Так, это здесь скиф. Мясо, колбасы, а также ремикс алкомаркет, известный, по-моему, самый популярный в городе. Так, ну что, мне на ту сторону надо как-то перейти. Вот я иду. Туман в городе Якутске. Всегда, когда температура за минус 40 переваливает, ну и, соответственно, видимость вот такая вот, практически маленькая видимость, несколько там десятков метров. Ну, а это Строй-Сити, товары для ремонта. Тут я тоже не был ни разу. Ну, а нам надо вот здесь перекресток улицы Жарницкого и улицы там Строителей, а это Семена Данилова. И поэтому надо на перекресток идти, вот туда на переход. Вот смотрите, отдолбили лед. Вот этот вот, соответственно. Так, ну здесь, смотрите, тоже автосервис находится. Стройбаза. Короче, тут много всяких магазинов, таких вот на тематике автостроительной и так далее. Так, все, я тут уже не успел. Так, мне вот сюда бы как перейти. Ну, придется подождать. Вот перекресток улицы Жарницкого и вот это Семена Данилова, Строителей. Вот таким вот. Здесь переходик. Мне надо, знаете что, зайти и погреться, потому что, соответственно, все-то я как бы прохожу, а вот получается, что камера, ее надо греть периодически. Хоть я и чехол на нее напялил, но неизвестно, что будет. Она замерзнет в любом случае. Ну, чуть-чуть подольше. Вот, кстати, туда вот, если идти, там 17-й квартал.
Вот мы идем, вот эти вот дома деревянные, двухэтажные. Ну вот улица Жарницкого, она всегда, в общем-то, заполнена машинами. Интенсивное движение. Сейчас время у нас 4 час вечера. Ну, вот, как бы сейчас световой день, он короткий, поэтому уже темнеет пораньше. Как бы до 24 числа будет короткий световой день. Ну и холода, вот они будут продолжаться 3 месяца у нас такие вот низкие холода с декабря по февраль месяц. Декабрь, январь, февраль. Вот такой вот такая погода, такой туман. Вот машины ездят. Туда, если дальше идти по улице Жарницкого, туда мы придем на строительный рынок. Строительный рынок, ну, все, наверное, знают. Такая активная точка, где много продают стройматериала разного. Люди туда ездят, когда нужно сделать ремонт какой-либо. Вот таким вот образом. Вот здесь видим, что переход через улицу. А вот это вот 17-й квартал. Вот. Все вы хотели 17-й квартал. Просят меня постоянно: сними 17-й квартал. А тут сложно перейти вообще. Ну давайте я по переходу попробую все-таки. Машины останавливаются. Вот он, 17-й квартал. Вот этот вот часть, это 17-й квартал. А с той стороны, вот улицы Жарницкого, там 5-й, 2-й квартал. Ну, его сейчас 17-й квартал, вот этот, его потихоньку сносят. Но вот эти, в частности, дома, они остаются еще, как бы. Вот они такие вот, деревяшечки еще. В принципе, тут нормально, да, как бы. Сейчас-то тем более, потому что, как бы, все тут снегом, льдом залило. Но вот этот дом, здесь видно же, люди проживают. Но рядом построена вот такая большая современная домина, как вы видите. Так, а я тут пройду, надеюсь, что пройду. Ну, уже часть квартир уже тут не светится. Может быть, люди уже выехали куда-то, не живут здесь. Ну, 1-й этаж, вот, в частности, вот видим, светится. Так, ну вот этот дом. Тут машины тут у нас ездят. Так, а тут где мне надо какой-нибудь магазинчик, чтобы туда зайти и погреть камеру. Я, кстати, маску одел, потому что в маске чуть теплее. Носу ходить, ага, и вот этот дыхать воздух как-то проще. А вот тут что у нас? Это вывески никакой нету, не вижу. Да. Хотя похоже на какой-то магазин или что. Ну вот, Чари. Тут я, короче, ходил как-то, когда было потеплее, год назад, снимал. Так что смотрите, кому интересно, как выглядит 17-й квартал, вот в предыдущих роликах. Ну вот. Этот квартал был одним из первых вот тут деревянных кварталов. Хотя в городе таких домов еще довольно много. Они, естественно, уже как бы отработали свой ресурс. Вот вошли в землю, покривился у них, соответственно, фундамент. Но люди все равно проживают, вынуждены проживать. Как бы вообще раньше они, и даже и сейчас есть, которые они не благоустроенные. То есть люди ходят. Вот там видно, смотрите, у них огоньки, елку что ли уже включили. Лишь бы тут только меня собаки не покусали, слушайте. Ну тут накатано, мне приходится вот так вот семеня идти. Не знаю, что получится, что снимется. Так, вот тут я куда-то зашел. Первый раз, я говорю, тут я
в общем-то, не ходил никогда. Тут видно, у них вот удобно, да? Вышли и сразу тут кладовки у них, гаражи. Ну, вот так вот живут. Вон там у людей даже потолок красивый. Все, вот форточки, все. Окна на пластиковые заменены, вижу, местами. Ну, и эти дома-то как бы не совсем благоустроенные. То есть, вот можно даже зайти в какой-то подъезд. О, приходится приседать. Вот смотрите. Так вот все выглядит здесь. Что-то тут уже такое страшное. Дверь открыта. Просто настежь. Заходи не хочу. Ой, блин, слушайте, собаки. Я ударился об эту штуку. Вот там собаки какие-то лают. Жуткие. Там собаки, я туда не пойду, ладно. А то подумают еще что-нибудь. Ужасно. Тут собака сидит за решеткой. Вот за это. Представляете? Ой, ужас. Какой-то ужас. Хорошо еще собаки. Но вот это за решеткой, а та-то бегает. Мне что-то страшно ходить вообще здесь. Так, ладно, я выключу камеру, сейчас проверю. Включилась, да? Включилась камера. Я слышу по звуку. Хотя экрана я не вижу, но я могу ориентироваться по вкусу. Звуку включения и выключения камеры. Так, ну что, выходим. Ну, это вот тут какая-то улица, переулок. Не знаю название. Приходится так нам с вами идти. Мы движемся сейчас по улице Строителей в сторону строительного рынка. Если какие-то огрехи там, вы уж извините меня, приходится снимать вот в таких вот условиях. Туман, темнота. Вот тут магазин какой-то, да, здание. Написано «Новая линия». Мебельный центр. Вот смотрите, вот. Недавно выстроено, относительно, конечно. Здание так красиво украшено. Мебельный центр. Так, а с этой стороны мы видим, видно вам, нет? Каменный дом какой-то строят. Жилой, не жилой, я не знаю. Ну, похоже, его долго делают, потому что что-то уже эти старые такие. Тут пешеходы, которые навстречу идут. У меня изо рта парит, пар парит. Так, вот дальше. Оба-на. Моя цель, короче, зайти в какой-то, или на строительный рынок, может, зайти. Посмотреть, что там новенького, какие-то, может быть, изменения. А там сесть на автобус, да уехать обратно. Пешком, в принципе, тут полчаса ходьбы, но что-то мне даже, может, быстрее, минут за 20. Но по такому морозу мне что-то особо ходить особо неохота. Ну вот, смотрите, это каменный дом, двухэтажный. Здесь вот тоже еще советской какой-то постройки древней. Вот так идем. С той стороны вот тоже как бы говорят, что 17-й квартал, но на самом деле там 5-й и 4-й квартал, по-моему. Но если по карте вот посмотреть расположение кварталов, вы четко увидите, где какой. Вот слышно, кстати, шум такой, я не знаю, запишется, нет, шум с аэропорта, двигателей в той стороне, потому что аэропорт и вот эти вот самолеты, они прогревают свои турбины, вот когда включают, турбины прогревают. О, смотрите, эвакуатор, везут машину. Где-то машину. Вот, ее увезли туда, куда-то. Так. Так, вот можно здесь, в принципе, здесь перейти. Наверное, я так и сделаю. Тут переход. Как на меня среагируют. О, среагировали. Давайте быстрее, быстрее. Шип-шип-шип. О, перешел. Знаете, ходить вот так вот лучше все-таки ножками. Понимаете, да?
чувствуется, что вот вживую, как бы, ножками не походишь, не почувствуешь. На машине-то совсем по-другому ощущение. Их практически не проехал, да и нормально. Там, может, даже холод вы не прочувствуете. А так вот, когда пешочком-то ходишь, все сразу на собственной шкуре-то испытываешь, как оно. Сегодня какой-то ролик смотрел, там какой-то блогер, не блогер, ну, короче, решил испытать, или депутат, я не помню, ну, у нас решил испытать, как вот дворник в такую погоду работает на улице, на собственной шкуре. Он взял вот этот колун, значит, метлу, и вот работал. Говорит, что это самое, конечно, тяжелая очень работа дворников в такую погоду, в такой мороз, и им надо двойную зарплату платить. Ну, естественно, да, понимаете, да? На морозе, такой дубак. Чистить, убирать все равно надо жизнь, потому что в городе она не прекращается. Но детей, говорят, сегодня по какой-то класс посадили на удаленку. Ну, в смысле, актированный день. А так у них удаленка из-за свиного или какого-то гриппа. Короче, грипп какой-то в городе стал распространяться, и решили, короче, детей на неделю посадить. Но вот, если такой дубак, я не знаю, как сырный дом, если такой дубак, то уже актированные дни тоже они ходить не будут. Ну, там по классам, как-то по классам делятся. То есть классы маленькие, они, соответственно, при определенной температуре, значит, не учатся. Которые постарше уже могут эту температуру выдерживать, они при более низкой не учатся. Вот таким вот образом. Но это мы уже тут подошли к строительному рынку. Как вы видите, наблюдаете. Вот с этой стороны улицы Жарницкого тут магазины многочисленные, тоже вот строительные инструменты и так далее. С этой стороны, вот смотрите, какой дом. Ух ты, как его украсили-то. Шикардозно, слушайте. Все гирляндами завешали. Тут, по-моему, тоже сантехник. Магазин сантехник. Вот автобусная остановка. Люди здесь стоят, ждут автобуса. Много сюда приезжает, конечно, вот сюда на этот рынок. Ай, смотрите, что я вижу. Здесь я вижу вот эту штуку. Шашлык. Угоги называется. Шашлык угоги. И здесь, смотрите, печка. Печка, дым оттуда аж. Пламя. Вот можно к ней подойти и погреться. Пламя, представляете? Ух, классно, да? Шашлычок. Вот тут дровишки туда подкидывают, чтобы шашлычок готовить. Ну, любят шашлычок у нас, вы сами понимаете. В такой мороз мясо надо есть. Слушайте, мясо, рыбу только жирную надо вкусно есть. А это самое... По-другому нельзя никак здесь выжить, потому что энергии надо много, понимаете, энергии, чтобы согревало тело. Вы там на вегетарианской диете тут просто не протянете, просто где-нибудь окочуритесь, упадете вот в снег, и только вас засыпет еще снегом, и по весне вас только найдут, понимаете, да, когда все это оттает. Вот таким образом, такие вот у нас правила жизни на севере. Так, а вот это вход в строительный рынок. Сейчас мы сюда зайдем. Ладно, уже я тут выключаю. Ну что, погрелись. Пойдем. В этом доме погрелись, теперь выходим. Так, это я с другой стороны выхожу. Вот этого строительного рынка. А строительный рынок, вот он. Вот там еще здание, но я туда не буду заходить.
И вот так вот тут ряды. Вот тут здание еще. Вот это все строительный рынок. Там еще магазины есть. Ну, как бы интенсивная такая точка продажная. Со всех сторон тут магазины. Вот эти вот на улице. Киоски или как они называют. Они сейчас, кстати, работают, нет? Непонятно. Вот тут тоже большой такой магазин, там куча магазинов. Ну, а так вот машины ездят. А, работают, смотрите, вот они там на улице. Работает. Ну, сейчас уже 5 часов, я тут ходил, короче, блуждал где-то, наверное, сейчас. Вот по этому дому. Что, чего, почем. Ну, цены, конечно, подорожали за вот это время. Причем довольно-таки хорошо. Единственное, что, наверное, на электролампочки только цены остались такие, какие были. Вот эти светодиодные, да? А вот это, кстати, вот видите, да? А тут вот не стали они закрывать. Не стали закрывать вот это вот свайное поле под зданием. И мы можем посмотреть, вот какие дома в Якутске строят. Вот как их еще дома на сваях. Но это сделано специально, чтобы грунт не оттаивался и не вело фундамент. То есть, понимаете, здесь вот такой зазор, как бы между землей получается, да, и зданием. А от здания это тепло идет, и если прямо на земле построить, то вечная мерзлота оттаивает, и, соответственно, потом грунт, значит, ходит ходуном, ну, соответственно, здание просадку дает в каких-то местах, рушится и так далее. То есть вот последние 50, даже больше лет, там, какие после войны, да, начали делать, строить здания каменные, они уже нормально стоят, как бы. Ну и здесь заодно еще используют как автостоянку. Вот машины поднаташены. Вот так вот. Гараж такой. Тент называется еще. Так, ну и нам надо на остановку пройти. Тут я уже походил. Или же еще, я, кстати, что ходил еще по этому рынку внутри. Там тепло, и я камеру согрел. Камеру согрел, то есть она у меня сейчас может еще снимать какое-то время. Ну вот, поэтому можно походить. Уже я там не буду. Внутри квартала хотел пройти, но что-то особо неохота. Нету такого какого-то желания особого. Вот шашлыки у Гоги еще раз. Вот здесь вот печка топится. Печечка. Вот волшебный дом какой-то. Вот автобусы здесь стоят. Люди ждут автобусы. Вот тут, кстати, магазин еще. Давайте сюда пройдем. Аж не ходил сюда. Здесь у нас азбука мебели и народной кухни, сеть магазинов. Это понимаю так, ну, кухни, мебель. Работают, нет они. У них тут такие вот большие грузовики стоят. А вот здесь, вот, по-моему, вот это здание светится. Это здание какой-то гостиницы или что. Кстати, скидки вот, скидками заманивают на Новый год. Вот Дед Мороз, тут скидки какие-то. Азбука мебели. Это, кстати, компания такая. Кстати, я зайду, наверное, сюда. Если он работает. Глянуть надо. Почем мебель-то. Музычка тут играет такая новогодняя. С 10 до 19. Ходим. Обратно. Пошелся я, короче. Ой. Цены тоже. Диванчики.
самый дешевый, что-то 30 с чем-то тысяч, 38 или 35. Так, ну что, давайте идем гуляем. Диван. Золотой диван. Так, ну что, мы вот еще сюда пройдемся с вами, поглядим. Ну, хорошо, когда можно куда-то зайти и погреться, камеру погреть. А вот на остановке никого нет, видать, автобус был недавно. Ну вот, смотрите, движуха-то какая. Это на Жарницкого, туда за город идет. Вот машин сколько ездит. Макмусская. Машин. Так. Вон там пивной двор напротив. Автоэмали, алкодискаунтер. Тоже очень много алкодискаунтеров. Вот это созвездие гостиницы с этой стороны. Смотрите, добро пожаловать написано. Что-то окон мало светится. Ну, не сезон, наверное, зима. Кто захочет здесь вот зимой? Это что? Это кафешка какая-то. Здесь можно посидеть, погреться. Вот если вы промерзли, как сказать, зайти погреться можно. Так, а это что такое здесь? Сырный дом. Ну я тут уже ходил, когда туда шел. Сырный дом. Сыр-то тоже дорогой стал. Раньше, я помню, 600 рублей, а сейчас это уже 1000. По 1000, за 1000. Ну, можно где-то, наверное, подешевле там купить. Рублей за 800. Ну это все равно хорошие деньги. Так, ну что, вот у нас тут район. Я не знаю, стоит ли по темнянке ходить, по темноте. Но тут есть заезд в этот район. Ну вот этот район граничит с 17-м кварталом. Тут тоже такая застройка. А я не знаю, там, наверное, дворы не освещенные нифига, поэтому как снимать, я не знаю. Но вот здесь вот еще лампы есть возле магазинов на улице, а там, ну сейчас глянем, немножко пройдемся. Вот такой вот дом видим, вот. Видно его. Так, тут раньше, помню, был туалет какой-то вот посреди стоял, здесь его убрали, что ли, поставили вот такой вот туалет для жильцов. Более-менее, но все равно вот жители с этого дома, что тут свет всего в одной квартире, в двух, вот раз квартира горит, 2 квартира горит, то есть люди какие-то живут, все-таки вот для них туалет вот такой вот покосившийся, и вот тут вот это выгребная яма. Выгребная яма, вот тут у вас прожектор как раз напротив. Вот если по большому, наверное, они сюда ходят. Хотя я не знаю, как тут внутри сидеть. Там так на бок вы свалитесь. А сюда жидкие отходы. А вон там мусорка, это, короче, под эти твердые отходы. Так, ну мы тут не пройдем уже. Как нам пройти-то? С какой стороны обойти? Ну, пойдемте сюда. Этот квартал как бы идет под снос уже. Ну, пройдем, не пройдем, собак на улице, надеюсь, нету. Здесь вообще страшно ходить. Я тогда ходил, тут собаки со всех сторон выскакивали. Со всех сторон. И это самое. И они причем свою территорию охраняют. И, соответственно, гавкают. Вот мы идем вот по такой накатанной поверхности. Вот машины накатали. Ну вот здесь тоже дом. И в частности видно одна квартира.
вторая квартира, люди живут. Там третья квартира. То есть как бы живут еще люди. Конечно, в таких домах уже жить-то как бы не очень приятно, да. Покосившиеся полы там и так далее. Ну, главное, чтобы у нас, конечно, на севере это, чтобы дом был теплый. Чтобы дом был теплый и чтобы можно было нормально перезимовать. Выжить, как говорится, выжить не до красоты. Не до красоты. Вот я тут куда-то зашел. Здесь уже темень, не знаю, что там камера снимает. Абсолютно не знаю. Тут уже ничего такого нету интересного. Зря, наверное, сюда я зашел, там забор и ворота. Ладно, разворачиваемся. Идем обратно. Мы вот сюда вот еще пройдемся, сюда. Я туда не стал идти. Вот еще один домик. Но когда тут заснежит, тут, конечно, вид покрасивее. Покрасивее вид. И, соответственно, этой всей страхоты-то не видно. Вон там видно, да? У людей украшено как гирлянды. Звездочки повесили. Благо тут рядом вот рынок, и можно сходить туда и прикупить себе каких-то гирлянд и так далее. Счастье здесь удобно, да. Вот еще дом тоже такой. Дом 35, не знаю, какая улица, но вот тут даже у них. Главное, чтобы меня тут собаки не покусали, знаете, да, то выскочат, начнут гавкать. Ну, вроде бы как в городе с собаками борются. Видно, здесь карусель такая вот. Ага. Ну вот здесь даже что-то подметают, или оно само так. Так, тут машина замерзшая. Ну, она уже... Ее, в принципе, можно оттаивать. Специальные машины такие с тепловыми пушками. Если машина так вот сильно замерзла, ее укрывают тентом. Тентом укрывают и пускают туда теплый воздух. Ну, соответственно, она должна оттаять, вся электроника оттаять. И потом уже ее можно будет завести. Но это удовольствие, так сказать, не очень дешевое. Поэтому, но если вам надо завести машину, если она у вас замерзла, вы будете вынуждены потратить деньги на разморозку. Так, а с этой стороны мы видим вот красивый такой дом. Стоит уже красивый дом. Это уже новый дом. Балконы уже здесь, как мы можем наблюдать, они закрыты. Открытые и закрытые. Не надо жильцам поэтому ничего выдумывать, самим городить. И вот здесь вот игровая площадка. Вот такая детская игровая площадка. Ну, детишек, естественно, в мороз минус... Сколько сейчас? Ну, наверное, минус 45, я думаю, есть. Да, вот такой вот дом. Машина там тарахтит. Или что там такое? А, это вот это, ее включили. Она на прогреве стоит. Видно, не видно, я даже не знаю, как, что тут. Съемка идет, все вслепую приходится. Поскольку чехол надел, чтобы камера моментально не остыла. Так. Все, выходим. Это я, получается, обратно вышел вот на этот участок. Откуда пришел, да. Ну что, давайте еще погуляем с вами. Когда я тут еще смогу погулять? Тут как бы по нужде сюда выехал. Поэтому взял заодно и камеру. И поэтому думаю, что ж, просто ходить. Думаю, вот для тех, кто любит смотреть на холод, на север, поснимать.
А здесь овощи, фрукты. Вот магазин такой продают. Даже какие-то светильники, но они тут, видать, у них замерзли, не светятся. Да, в такой, конечно, холод провода, если тягать, их сложно. Red Bull открылся, Саха-формация. Какой-то магазин. Много магазинов продуктовых, естественно. Здесь есть надо, есть холод надо есть. Не поел, вот знаете, да, даже как бы перед тем, как идти на улицу, и холоднее себя чувствуешь. Человек может быстрее замерзнуть, простыть, соответственно. Вот. Ой, девушки идут и курят, представляете, да? Еще дыма, дыма еще пускают. Мало тут пара дыма, они еще пускают. Да. Так, ну вот с той стороны 17-й квартал. Вот, там темнота, я не буду снимать, там дворы не освещены. Вот тут, кстати, заезд есть. Вот сюда вот. Тут улица, не знаю, что за улица, но можно вот по ней прогуляться. По этой улице. И пока камера снимает, я говорю. Пока она не промерзла. Вот так вот машины ездят, скрипят они, смотрите, вот так вот. Это, естественно, у них шипованная резина должна быть у машин-то. И, соответственно, когда едет вот по ледяной поверхности, такие звуки вот. Тут улица Пионерская или какая, уж не помню. Так, ну тоже тут такая деревянная двухэтажная застройка. Кто-то что-то, лотки какие-то. Кто-то фейерверк уже пускает. Лампа здесь моргает. Ой. Патрульная машина едет. Наблюдает за людьми. Соответственно, проехала. Ну и вот тут можно зайти, в частности, в какой-нибудь здесь дворик, вот посмотреть. Тут благо освещена вот машина вот эта стоит с фарами. Можно что-то посмотреть, что и как люди живут зимой в мороз минус под 50 градусов. Ладно, я уже круглю, что там 45-48 особо. Вон люди идут, гуляют зимой. Но они, наверное, не просто идут, а куда-то идут с работы или куда-то в гости, может, ходили. Так. Ну вот, вот он, этот квартал пресловутый, как он выглядит зимой. В зимнее время, декабрь. Лютая стужа, как говорятся, лютая стужа. Вот здесь вот, короче, я помню, здесь я ходил, когда теплее было. Ага, нормально, когда то ли летом, то ли осенью. Ага, и, соответственно, тут на меня собаки накидывались. Собаки накидывались, ну так вот, дома по периметру стоят. Тут у них, значит, ну тут прилично людей-то живут. Тут у них тут кладовки, гаражи, тут мусорка. Мусорка вот она такая, вот прямо по центру. А здесь вот это для жидких помоев. Дома, поскольку не благоустроенные, вот так вот все здесь устроено. Так, тут даже я иду, где не понимаю. Так, тут у них единственное, что... вон там туалет, что ли. Такой уличный, как бы. Ну и вот. Все вот здесь вот так. Грибная яма посередке. Вот сейчас говорю, особо не время для походов. Ночью уже темнота, но ну как вам передать холод, вот эту стужу, вот я не знаю. Человек стоит, собак выгуливает, тоже не просто так, как бы
Ой. Собачка под стол сходила. И нормально. До весны все тут будет мерзлое. Потом весной начнет все это оттаивать. Соответственно. Вот тут покосившийся какой-то. Так, вот здесь шестерка, кстати, ездит. Шестерка. Автобус номер 6. Ой. Чуть на меня не наскочила. Пушистая собака, кстати. Пушистая. Вот такие должны здесь собаки. Так, на ту сторону, что ли, перейти. По той стороне пойти. Тут автобус, пятерка, вон я вижу. Да, это улица, по-моему, Пионерская, что ли. Ой. Короче, снимаю вслепую. Что там выйдет, еще раз говорю, я не знаю. Наверное, что-то выйдет. Главное, чтобы камера не разрядилась. Дома. Таких еще у нас много еще. В разных районах. Не думайте, что только 17-й квартал такой в Якутске. Страшный. Вот можно, в частности, смотрите, главное не долбануться, зайти в один из подъездов и глянуть. Вот так вот все здесь устроено. Ой. Двери не закрываются. Холод туда прямо проходит внутрь подъезда почему-то. Так. Так, куда еще пойти-то? Тут, я говорю, темень. Вот снимать идти по темени. Я не знаю, что там выйдет. Ну вот, примерно вот такое вот. Атмосферу вам передать. Атмосферу. Главное хочу. Сейчас 6 час вечера, но вот уже в Якутске так темно. У меня еще очки, и они, эти очки, запотели, потому что маска, так снять их нафиг, эти очки. Так, ну что, выходим отсюда. Проходим дальше. Вот тут мебельный центр какой-то нарисовался у нас. Очередной. Ну, здесь, говорю, такие от магазины большие. Это как бы не совсем чтобы центр, но центр. Кстати, вот этот дом, если глянуть, да, смотрите, здесь окна почти светятся. И здесь жильцов достаточно много. Ну, не совсем это как бы центр, а уже как бы окраина города, да, города. Но сейчас город разрастается туда дальше. Вот почему по этой улице Жарницкого так много машин ездит. Потому что там еще построили довольно много зданий, жилых строений. И, соответственно, люди вынуждены ездить. Ездить туда вынуждены. Ну, а я тут проходил, вот это магазин «Новая линия», мебельный салон. Мебельный салон. Не буду я туда заходить. Мимо пройдем. Вот смотрите, кстати, печка какая, труба выведена. Чтобы это... если низкая труба, понимаете, ой, как гоняются они. Ё-моё, не дай бог сейчас в аварию попасть, такой мороз, да? Я говорю, почему низко, когда труба, она, выхлоп идет наверх. И впереди, допустим, транспорт, когда едет, да, сзади, да, он в этом дыму. А если трубу сделать наверх, выхлоп, то как бы меньше вот этих вот испарений от машин. Поэтому, ну, это не все так, конечно, могут делать такую систему. Вот что-то у меня нос подмерз, слушайте. Нос конкретно подмерз. Ну что тут не сделаешь. Только приходится ходить и снимать. Как же еще? Нанялся, если вот,
канал о жизни Якутска вести в условиях выживания, в условиях севера приходится. Но это еще город, как бы, это город, понимаете, да? Здесь машины, транспорт, все так, как бы оно рядом. А там где-то в поселках, там вот как люди выживают. Здесь-то, в принципе, все есть. А там, если какая-нибудь котельная что-нибудь встанет, как там будут люди выживать? Так, ну здесь что у нас? Здесь какой-то магазин, он закрытый, Пегас написано, продукты. Вот когда тут автобус приедет, я даже не знаю. Тут можно стоять. Хотя по умному транспорту я, наверное, сейчас посмотрю. Короче, стоял там на остановке, смотрю по умному транспорту. Двойка через 2 минуты. А тройка, которая мне нужна, через 11 минут. Поэтому я почесал обратно. Вот сюда вот. Вот что-то прикуриваю. А, шина. Смотрите, у людей шина сломалась на морозе. Вон делают они. Лопнула от мороза шина. А вот там автобус стоит какой-то. А, двойка. Мне тройка нужна. На тройке мне надо ехать. Поэтому я зайду куда-нибудь здесь погреться. И, соответственно, вот он, видите, автобус. Двоечка. Здесь, что ли, остановка? А тут где зайдешь? Здесь нигде не зайдешь, и придется туда дальше еще колдыбасить. Ну, я вам сегодня наснимаю контента веселого. Так. Ну, вечером уже здесь реже значительно, конечно, транспорт, автобусы ездят. Имеется в виду автобусы, поэтому можно на остановке простоять долго. Сейчас говорят, автобусные маршруты в руках по городу, которые, но автобусные маршруты в руках частников, поэтому там бывают какие-то маршруты, в частности 8-й маршрут, там редко очень автобус ездит. И вот такой вот мороз, стоять, мерзнуть, вот. Ничего хорошего нету, сами понимаете. Задубеешь, одубеешь, расценишь. Вот таким образом. Ну и, конечно, позднее, там, 7 часов, уже, конечно, сложнее все это выезжать. Вот какой-то автобус едет. Это какой автобус? Я, наверное, мой, тройка. А нет, это 5-ка. А 5-ка мне тоже не нужна. Умный транспорт почему-то вот их не показал. Ни 5-ки, ни 18-го, который сейчас проехал. Что он тут проехал вообще в тему? То есть вот так вот. Ой, вот так вот работает эта система. Непонятно как. Что-то показывает, что-то не показывает. Короче, не поймешь как. Но хотелось бы все, конечно, чтобы все четко было. Чтобы, ну вот, ты знаешь, посмотрел на умный транспорт и конкретно, когда автобус приедет на остановку, чтобы не стоять и не мерзнуть, конкретно к этому времени выйти. Знаете, да? Человек вышел, машина поехала. Так, и вот наша остановка. Я, получается, 2 остановки прошел. Хотя тут расстояние, в принципе, небольшое, но вот по морозу идти как-то не совсем так. Такси, оно, конечно,
можно доехать. Вот совсем безвыходная ситуация. Придется деньги тратить. Ну, в пределах, там, не знаю, 300, наверное, рублей по городу. До 150. Смотря куда еще вам надо ехать. Вот такие ценники. Ну вот сейчас мы здесь зайдем вот в эту теплую остановку и там погреемся. Или это... это... Вот смотрите, люди стоят внутри остановки. Вот так вот они там греют. И вот тут вот хорошо, что сделали остановку. То можно... То есть они не наружу, а вот там все внутри туда спрятали. Это я обратно пришел к строительному рынку, представляете? Вот такие дела. А так я бегаю туда-сюда. В мороз под минус 50.